Добрый день, добрый день, добрый день. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. У нас на дворе весна, и как видите, мы находимся на новом месте, все новое. Находимся в кафе доставки Lazy King. Со мной Семен Тарбах, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел доктор сельскохозяйственных наук, популяризатор натурального питания Константин Максимович Степанов. Константин Максимович, здравствуйте. Здравствуйте, да, Константин. Поздоровайтесь с Семеном. Я знаю, что вы с ним знакомы. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я вижу, что вы принесли очень много всего натурального, как реальный популяризатор всего вот этого. Расскажите, пожалуйста, чем вы к нам сегодня, чем будете нас угощать? Ну, добрый день. Ага. Ну, сегодня, как я заранее уже говорил, сегодня все будет натуральное, все будет наше, да? И приправы будут наши, и то, что мы будем готовить, все будет наше. Будет оленина, оленюкская, щука, обыльская, да? И ягоды тоже. Дикоросы. Дикоросы. Ну, и как мы будем готовить, я и про ягоды, и про приправы буду Все говорить. будете рассказывать, да? Да. Хорошо. Сколько времени нам потребуется? Успеем ли мы все это сделать? Ну, С чего начнем? Да, обычно я заранее все планирую и много за короткое время успеваю. Круто. Да, Но я знаю, что у вас тем не огромный менее- опыт, я знаю, что вы не раз были уже в гостях на канале и на НВК были. Так что, ну, давайте начинать. С чего в первую очередь? Ну, в первую очередь мы заварим таежный чай. Ага, Да? воду мы уже заранее вскипятили. Да. И таежный чай, чай сразу мы говорим, и сразу люди думают, что это Иван-чай только, да, может. Кучок. Ага. Но в самом деле здесь есть и якутские травы, здесь есть и Иван-чай ферментированный. Само потому собой, что она ага. как бы черный чай, да, и здесь есть, мы добавим шиповник, чтобы был витамин С, и здесь еще есть листья черной смородины, немножко Аромат есть очень листья такой, брусники, да, и листья красной смородины. Но мы уже знаем, что только листья черной смородины, они дают аромат, Аромат, да. другие листья не дают аромат. Поэтому мы обычно в чай добавляем листья черной смородины. Вот уже мы тут добавляем. Просто насыпаем и Просто оставляем. Да, оставляем настаиваться, да? Оставляем. Да, у нас есть ложечка, можем так чуть-чуть помешать, наверное, да? Да. Ага. Ну, можете уже, там уже. Да, вот такой Смородина, аромат очень такой. хорошая. Ну или может будем чуть-чуть тептерерской. Чуть-чуть. Да, ну, немножко, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, она чуть-чуть скипятит. Так, да, и затем мы И начинаем затем подготовку. мы готовки оленины, да? Оленины, да. Оленина у нас, вот, видите, она у нас очень жирная. Оленёкская, Даже сказали, жир да? Видно, вот, жира, да? Вообще в оленине жир только вот поясничной части, да, находится. И жир, видите, она как у свинины, она отдельно, да? Не все мясо свинины. Ну, оленина считается диетическим мясом, да, не только из-за одно из, этого, да. И она очень хорошо, быстро. Не, вот пленку Да? Пленку надо я убирать, срежу. да. Затем мы делаем что? Затем мы делаем, ну, обычно мы, когда делаем деликатесное какое-нибудь блюдо, мы туда добавляем чеснок, да? Но я Ну, а не для аромата? использую чеснок, а вместо чеснока мы будем использовать вот шиповник. Немножко надрезы сделаем, и на эти надрезы мы положим чеснок. Нет, шиповник. Шиповник. Да, я уже запутался. И тогда она будет, если чеснок будет сушеный, она будет кислинкой, да? А если замороженный, она даст такой приятный вкус
именно шиповника. И еще мы добавим охту. Это дикуша, смородина дикуша, алданская, да, она тоже, ну, немножко похожа на смородину, да, но она уже отдельная, да. Когда мы говорим охта, люди чувствуют, что это очень какое-то кислое ягода. Да. Кислое. Чуть-чуть да, кислит. кислинкой, Но она да. что-то вот внешне, я бы сказал бы сначала, но не разобравшись, но похоже на голубику, да? Чернику, голубику, что-то такое. Да. Ну, такое есть еще объяснение, почему охта его назвали, да? Поэтому вы сейчас попробовали и Ух ты. сразу сказали ох ты, да? И вот этого они говорят, что это Это такая охта. этимология такая, да, слово? И мы еще используем туда вместо приправ различные травы. Ага. А оленину мы, я так понял, в духовку, да? Оленину мы в духовке. Да, Семена попросим, Семен сейчас разделается, это пока он готовит. Константин Максимович, у меня сразу такой вопрос. Когда началось ваше стремление, ну, когда вы вообще правильным питанием, натуральным питанием, да, правильнее сказать, Ну, да. Да. Ну, всегда говорят, да, сейчас все говорят, что ПП правильное питание. Ну да, у всех на устах. Здоровое питание, да. А на самом деле, когда это исследуешь, изучаешь, тут много очень, да, приемов таких объяснений, что такое питание, да. Ну, здоровое питание всегда спрашивают, здоровое питание это есть, что есть что ли такое больное питание или такое нехорошее, нездоровое питание. А на самом деле есть понятие очень хорошее, это рациональное питание, да? А сейчас есть такое понятие оптимальное питание. Ну, до этого уже можно запутаться. Да, до этого были различные еще исследования. Есть такие исследования и за рубежом. Есть очковое питание, когда считают калории, да? А есть питание, которое тоже, различных течений, всякие разные питания тоже они объясняют. На самом деле сейчас в тренде или сейчас в приоритете оптимальное питание. Да? Так. Мы должны питаться оптимально. Значит, сколько калорий мы израсходуем, сколько мы и должны употреблять. Да? Есть норма, физиологическая норма в самом деле, но тем не менее мы должны придерживаться такого понятия. Если мы занимаемся физическим трудом, мы должны побольше. Само собой, да. А если мы просто сидим, но это не говорит о том, что если мы сидим, мы должны употреблять 0 калорий. Да? Ну, все равно чуть-чуть но надо. все равно мы должны чуть-чуть но мы должны осознанно питаться, да? Поэтому оптимальное питание сейчас очень хорошо, широко распространяется. Исследования тоже сейчас все ведутся на основе этих понятий, да? Поэтому, соль, немножко поперчим, да? И... Получается шиповник и все, да? Нет, мы охту потом еще положим, да? Сверху, да? Да. Хорошо, я это сделаю, когда сделайте, положу в печь. И еще нужно добавить еще. Да, прям сверху кладите. Это что? Это листья черной смородины для аромата. Опять для аромата, да, добавлю? Можно использовать за место лавровой, да, листа или как не за место можно использовать. И я всегда очень люблю использовать траву. Знаете, Так, это что? Нет. Это у нас чабрец, да? Чабрец. Да? Судя по аромату, это у нас чабрец. Чабрец. Его еще называют тимьян. Тимьян. Богородская Богородская, у нас. Поэтому она всегда мы используем для очищения. На самом деле она дает очень хороший аромат. Она сочетается. К мясу подходит, да, к тимьяну очень хорошо к мясу подходит. И можжевельник или что? Нередко с грилем, со стейками. Да.
И пользуют. вот это, когда мы будем уже, она будет готова, мы будем добавить сушеный лук. Да? Ну, у нас еще есть можжевельник. Вот можжевельник, в самом деле, она смолистая, да? Да. Сейчас она стала очень популярна. Ну, как бы иммуномодулирующая, вот Да. ягоды его, да? За место вот использовали да-да-да. как перцы, горошек, да? Но она смолистая. Но она очень хорошо пахнет. Нет, его нельзя добавлять сюда. Куда? Положи обратно. Не надо? Да, не надо, потому что, видите, она игольчатая, она это, поэтому мы его будем просто ложить рядышком. А, да? просто для аромата, да, что впиталось, да? Аромата. Ну вот такой аромат обычно, когда зеленую веточку мы на Новый год, да, поэтому мы когда готовим в духовке мясо или другую курочку, а мы в конце, когда уже готово блюдо, мы добавляем веточку, ложим веточку Можжевельника. нет, ну, можжевельника можно в данном случае, а так елки мы добавляем. Ели. Или даже так, да. Поэтому, когда открываешь духовку, тогда запах, да. И весь аромат, дом, скорее всего, потом, весь да-да-да. дом. Поэтому новогоднее Ага. настроение. Так, а мы сейчас попросим Семена Да, уже я сейчас унести это это в унесу. духовку. Ну, пока останемся вдвоем. И, Константин Максимович, да, продолжаем общаться. Давайте чай пока мы отсюда уберем. Да. И беремся за, видимо, за щуку, да? Да. Что делаем? Ну, сковородку надо нагреть. Или Ну как? да, нагреть надо сковородку, включи сковородку, да. Натуральное масло. Да, Кто бы сомневался. сливочное масло натуральное, мы будем его жарить, да? Ну, обычно из щуки делают котлеты, Ну. да, полуфабрикаты. На самом деле я очень люблю жареную щуку, да, когда зеленым лучком, свежую, это очень хорошо. Ну, На природе, сейчас свежевыловленный, конечно, это вообще, да, сейчас шикардос. мы приготовим немножко такое праздничное блюдо. Да. Ну, обычно праздничное это с белой рыбы, с красной рыбы, да? Ну да. Ну, а можно готовить и... И щуку. И из щуки. Да, тут можно огонь чуть-чуть поменьше, видимо. Поменьше делать, да? Все. Или, может, растительное масло добавить, чтобы сливочное не Нет. горело? Не добавляете, да? Нет, я не добавляю. Но тут я еще добавлю немножко, да? Вот обычно делают, когда берут щуку, его нужно, обмакать муку или куда-то. Ну, кляр такой небольшой. Да, кляр. Ну, здесь я Вы не кляр делаете? не делаю. А когда вот иногда я готовлю оленину, кляр делаю из ягеля. Из ягоды? Высушенного ягода. Она будет как кляр. Да ладно, да? Да. А, надо же. О, как раз у Немножко нас... можно, да, немножко можно посолить. Ну, я иногда делаю мастер-классы, вебинару, тренинг-семинары там без химии, да, без использования соли, потому что сейчас нужно ограничить соль и сахар, да. Поэтому я... Которая, как да, известно, белая смерть. да, ну, так, Нет, это я шучу, да, конечно. или сладкая смерть, я не знаю. Но Ага. вместо соли я использовал ее кислые ягоды, да, красную смородину. Поэтому она, вот, когда мы все это готовим, она не чувствуется, что соли нету, да. Поэтому вот можно и ягоды тут использовать. Ну, сейчас нужно немножко прожарить и поговорить. Да, пока она жарится. Да. Ну, вот так. Мне кажется, огонь нормально? Да, нормально. Огонь нормально. Константин Максимович, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ну вот мы затронули тему того, что вы увлеклись натуральным питанием, все прочее, да. Но вы, как я представил нашим телезрителям, доктор сельскохозяйственных наук. Как вы связали вообще вот с родом деятельности, которой вы сейчас занимаетесь? Ну,
Я работал в Якутском медицинском хозяйстве, да, исследованием, ну, переработкой и исследованием состава мяса, молока, да. Вот тогда и молочных продуктов. У нас был очень хороший учитель, доктор, профессор Алексей Федорович Абрамов. Но он, к сожалению, в этом году он ушел, 95 лет ему исполняется, да? Ух ты. Вот он, да, он очень занимался нашими якутскими натуральными национальными продуктами. Вот тогда у нас всегда было такое, что исследовать все натуральное, все это. И у меня появился интерес, что как эти блюда нужно готовить, чтобы все это сохранить, и как надо его употреблять, и как нужно его подать. Да? Ну, в основном я постараюсь работать со школьниками, сейчас работаю со студентами, магистрантами, поэтому вот это дело, которое, ну, сейчас вот натуральная пища, ну, здоровая пища, правильное питание, это для молодежи, она стала сейчас на устах. Да. Да. Не секрет, что, ну, условно, последние 10-15 лет, когда, скажем так, прошли голодные годы, ну, 90-е годы, да, когда непонятно было, как говорится, прилавки были пусты, можно было кушать все что угодно. А когда уже стало вдоволь, когда появился выбор, уже начали думать, что неплохо бы еще и задуматься о том, чтобы не было бы ожирения, что поняли, что мы есть то, что мы кушаем. Да, что мы кушаем, да. Что то или иное питание неправильное может принести, ну, неблагоприятным последствиям, как-то условно болезни, сокращение продолжительности жизни, на качество жизни, что важнее, мне кажется, даже. Сейчас очень много об этом говорим, да, спорим, поступаем. Но на самом деле есть двоякое понятие, да? А может быть троякое, да, стандарты такие, да. Да. Не сказать, что вот именно вот так, значит, будешь всю жизнь здоров, тоже нельзя. Ну Даже... вот иногда приходишь даже на передачу или на какую-нибудь встречу, а вот ведущий или кто-то спросит, да? Так. Вот сказали, что мясо, красное мясо нельзя есть. Да? Вот да. Американские ученые установили, что молоко нельзя. После да? 18 лет. Да, потому что это говорит о том, что мы должны, да, мы уже генетически, эпигенетически устроены, чтобы у нас было вот мясо и молоко раньше было, да? Ну, у нас еще вместе с учениками, со студентами делали мы еще календарь питания, да? С исследователями, как мы питались. Ну, мы раньше питались вот осенью, мы основной питались добычей, да? И рыба была, у нас и утка была. Но это, основа все-таки мясо. Да, ну, мясо, якут без мяса, даже такая притча, что якут траву не ест, как правило. Да, это же тоже неспроста пошло откуда-то, правильно? Ну, якут траву не ест, на самом деле раньше не было такие исследования, есть, что раньше не было у нас ни капусты, ни свеклы, ни морковки, ни картошки. Ни картошки не было. И, ну, тогда возник вопрос, а как они обеспечивали себя, например, вот клетчаткой или какими-то витаминами, да? Они впрок не готовили же ягоды, они просто ели ягоды, которые уже сезонно, да? А на самом деле они использовали такую пищевые травы, которые сейчас очень интересно стали. Это полынь, это сусак зонтичный, это корень, который очень сладкий, да? Использовали хвощ, шавель и различные вот пищевые травы. Да? И лук использовали. Тем самым они как бы заменяли, да, вот такие овощные культуры. Потом появились овощи и пошло-поехало. Но в самом деле, когда изменение пищи произошло, когда мы начали употреблять хлеб. Да, с того уже у нас все в 19 веке, поменялось, да? Да. Хлеб не когда выращивали, да, эти
пшеницу или когда получали муку, это именно хлеб, да, тогда у нас все поменялось. Сейчас основная пища у нас стала хлеб, да, хлебобулочные то бишь углеводы и белая мука, да. И макароны мы очень много употребляем, да, и крупяные изделия. Но на самом деле у нас, да, должно быть больше мяса и больше рыбы. На самом деле нам очень нужна рыба. Вот видите, щука, которую мы готовим, она не хуже белой рыбы, которая, да, она и красиво смотрится, и она, и сейчас она будет готова. Мы его заправим очень интересным. Ну, нельзя сказать, что соусом, да, его мы заправим вот как бы наполнителем, то есть сметану с морожкой. Сметана с Это морожкой. северная ягода, ее говорят царская ягода, да? Вот видите, она вот содержит много каротина, витамина А, ну на свет тоже так, она на вкус тоже очень приятная. Да. Но мы его используем его. Еще немножко добавим мед из иркутских трав. Это будет очень интересно. Но самое полезное для нас рыба – это карась, да? Карась, да. которую многие изучили. И карась у нас есть якутский карась, она относится к золотому карасю. Но карась сейчас стараются использовать безотходно, да? Вот мы с учениками Кобяйской школы, Танаринской школы, это села Мукучу, мы проводили конкурс «Карась мой мукучинский». Да? Там учащиеся сами уже безотходно все использовали. Из чешую сделали холодец, из пузыря сделали какое-то блюдо, они даже из карася сделали торт. Да? Даже? Ну, из печени делаем, вот так и они как печеный красивые торт, да. делали. Ну, и корные оладушки, это уже понятно, да? Ну, понятно, да. Поэтому это и из желчи они сделали антисептик. Поэтому это все у нас идет очень хорошо. Ну, у нас готово почти, да? Да, прям на рыбу и потом посередине. И тогда будет хорошо. И это будет у нас Затем мы добавляем морожка. морожку, да? Морожку. Соль, перец добавили уже, да? Соль, перец немножко добавили, да? Хорошо. Мы еще хотели просто ягодами обойтись, но сейчас мы добавили. Морожку. А вот. Но тем не менее мы его про якутскую кухню, а мы всегда говорим, да, традиционная кухня – это наше этническое питание, это питание, которое, ну, Из поколения в поколения, да. Типа предки не могли ошибаться. Да, и она нам очень нужна, да. Но в самом деле сейчас мы не так уж занимаемся тяжелыми физическими. Ну, раньше всегда меня спрашивают, вот раньше, как кушали, вечером они плотную мясо ели, да, и спать легли. Много мяса. Много причем. мяса, Да. потому что они занимались тяжелым физическим трудом. С утра до вечера, Да, причем на с улице. утра И до в холод, вечера, и причем, в да. холод, А тут поэтому- редкий человек у нас на улице Да. находится целыми днями на морозе, правильно? Да. Ага. Поэтому... Сейчас это- уже нужно тогда, соответственно, пересматривать, да? Не, ну, да, ну, сейчас как время уже, как исследователи все говорят, время сама диктует, да, как это идет. Но на самом деле мы должны все равно придерживаться традиционной кухни. Итак, а вы адепт, вот
Натуральное питание же, да? Ходите в рестораны, общественное питание? Бывает такое? Ну да, я хожу и на общественное питание, ну я и это по роду деятельности я и обучаю, да, будущих технологов, и иногда провожу мастер-классы, лекции и тем, кто занимается общественным питанием, да, поэтому я так, ну, раньше было, ну, все заметили, наверное, да, якутские блюда, раньше мы только на выставках смотрели и на праздники СЭХ. Да? Ну, да-да-да. Да, а сейчас многие, когда праздники, домашние праздники, когда встречают гостей, они всегда, вот самое хорошее, это вот якутские национальные традиционные пищи, вот харта, хан, ойогос, это самое хорошее, они для гостей. Да. И, ну, раньше такого не было, раньше мы только на выставках, было время, да? Рыба, а сейчас, дюхва, да, да, сейчас уже стараются. И мы сейчас еще используем и якутскую посуду, потому что мы скучаем, наверное, по якутской посуде, очень хорошие. Раньше мы только как подарки дарили, да, а сейчас все постараются подавать в якутских блюдах, ну, посуде. Поэтому то же самое, это тоже очень привлекательно и очень интересно. Да. И у меня еще такой вопрос. Ну вот, когда вы продукты сами для себя покупаете, смотрите специально на то, что там содержание, упаковку, что там содержит, количество жиров, углеводов и прочее? Это, ну, такое есть, вот чем меньше жира содержится, тем она, вот, да, люди думают, Ну, как чем бы да. это Ну, здоровее пища или это правильное питание. Но нет, ну, у нас же есть жирорастворимые витамины, да? Да. D-витамин, Е-витамин, для них нужен же жир. Жир, да, обязательно нужен, да. Поэтому, когда вот занимаются всякими диетами или ну, похудеть чисто, голодать, это вы должны все учитывать. Но на самом деле я на упаковке смотрю, ну, когда иногда бывает, что в магазин захожу, люди меня узнают и сразу начинают, что он возьмет, Следить, что, да? да, следить. Поэтому я смотрю на это, но ну, в основном смотрю на пищевые добавки, да. Не все пищевые добавки являются отравой, да. На Да. самом деле, да, есть и пищевые добавки, как янтарная кислота, какие-то добавки натуральные, они же необходимы. Ну, Ну, да. у нас идет консервантов Как и консерванты, да. других, да. Ну, это уже другой разговор. Да. А как вы относитесь к ГМО, генно-модифицированному? Ну, генно-модифицированные продукты, ну, сейчас очень много шума будет, и много разговоров об этом, но это как бы продвижение идет. Ну, что мы Но чуть ли не есть мутантами станем скоро. Не, ну, есть такое понятие биофортификация. Значит, что мы едим напрямую, да, ну, например, мы едим сырую рыбу, строганину, тогда все витамины, все минералы, это все к нам попадает Максимально напрямую. напрямую, да. Да? То есть процент усваиваемости очень высокий, да? Да. Чем какие-то химические витамины, Да. элементы. И много-много еще спрашивают, можно ли есть вот сырую жеребятину, да, откуда она, сырую печень. Но сейчас такое время, что мы должны кушать сырым мясо, которое мы знаем. Или сами выращивали, или мы покупаем, ну, у знакомых. Ну, вот мясо, которое пришло откуда неизвестно, или что Лучше, да. лучше, Вот да, лишний раз, лучше конечно же, не его рисковать. нужно, да. Поэтому это тоже есть, это тоже близко
Поэтому генно-модифицированные продукты, ну, есть понятие, что к ним добавляют, чтобы, например, какие-то гены, ну, если по-простому рассказать, да, чтобы был эффект вот какого-то вещества или что-то привлекательное, да. Поэтому с этой точки зрения, может быть, она могла бы быть полезной, но в самом деле есть такие разграничения. Но это нужно знать и надо изучить. Ну, было время, что когда появились впервые пищевые добавки, все шарахались от буквы Е, которая была написана. Типа Е195 ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но сейчас привыкли, что есть такие это и уже натуральные есть, и эти есть. Потихоньку привыкаем, скажем так, да? Но на самом деле сейчас у нас натуральная пища, к сожалению, с каждым годом, ну, как бы, да? Все меньше. Все меньше и меньше, но тем не менее люди стараются интересуетесь. Ну, раньше вы же не знали, что есть молочные продукты, якутские национальные продукты, как сорок, да, и различные продукты, которые сейчас в магазине продаются. Раньше сливки были как гостинцы, а сейчас в магазине продаются. Да, это же чтобы хорошо. Хорошо, Да, да. поэтому, Но потому что есть спрос, да, люди Есть. поняли, что, оказывается, вот это. люди Раньше поняли. жеребят-то как бы не так, жеребятины не так много было. Да. А сейчас уже всех на устах, Да. потому что жеребятина самая вкусная и, как оказалось, очень полезная. Да, Диетическая же, поэтому, да? Поэтому люди То есть, уже опять же, вот, поняли. скажем так, рынок диктует свои условия, да? Да. Итак, мы дождались, Семен нам несет уже наше мясо с духовки. Сейчас Ну, как, Семен, давайте покажем телезрителям, что же у нас тут получилось, да? да? Ну, получается, мясо у нас подпеклось, хорошо. Это у нас, как мы напомним, это у нас можжевельник. Он Да, удался. для аромата, который мы рядом положили. Мы да? добавили сюда шиповник, также вот нашу хорошую ягоду Ох, то. охту и также листья смородины. И, в принципе, уже можно начинать ее разделывать и класть в наши тарелки. Вот такая О, хорошая. чуть-чуть с кровью, как надо, с олениной имя. Чуть-чуть, да? Medium rare получилось. Вот тут у нас точно готово. Видите, оленина очень жирная. Должно Ее быть обязательно очень нужно горячей вкусно. кушать. Да? Да. Вообще класс получился. Ну, все, не будем резать, да, давайте по кусочку, друзья, друг другу себе положим вилочками. Вот. Так, Петр, ты, наверное, вот это Максимович, хочешь, вам да? вилочку. И у нас получается такое, двойной удар, мясо и рыба, да? С нашими дикоросами, можно сказать, да? И с дикоросами. Красота. И чай таежный. И чай таежный, да, чай мы уже за кадром разлили, пока мы ждали Семена. Так, да? Нормально? Жирная, олениная, ну, покажите-ка, смотрите, я вас сейчас буду пробовать. А, и мед вы добавляете еще, да? Мед, да. Мед из Давайте мне тоже. так. якутских трав. Его нельзя добавлять, да, на горячую. Мгм, да, потому что когда горячая, она все полезные свойства оказывается Да, Да. согласен. ну, в кипящую воду. Да. Ну что, приятного Пробуем. аппетита, и у нас передача заканчивается, да, давайте, ребята, успевать. Давайте попробовать. Фантастика. Да. Алина, Ну, мне хочется. одно из моих любимых, ну и щуку, конечно, да, зажаренную. Щучку. Можешь задать свой излюбленный вопрос. Какая рыба лучшая, да? Нет. Мы уже с Константином Максимовичем сошлись о том, что якутская рыба самая вкусная в мире, самая лучшая в мире и по полезности, и по вкусу. Но у меня такой провокационный вопрос. Фастфуд, фастфуд, фастфуд. Как вы к нему относитесь и что же делать-то? Ну, слово фастфуд, Да. ну, сейчас никто не будет спорить, у нас сейчас век быстрой еды.
у нас времени нет, мы все время торопимся, да, хотя дома такого не делаем, как раньше, да, но век быстрой еды, поэтому мы перестали как бы готовить дома, да, поэтому Меньше это, уже. да, это кафе быстрого питания, Находить на ходу. доставки, заказы, это все для нас как бы помощь, да. На самом деле фастфуды, если их готовят, да, правильно, да, если там меняют масло как надо, да, там не употребляют различные добавки, тогда, ну, Из натурального мяса, котлету, да, почему бы и нет? Нельзя увлекаться. Ну, можно фастфуд, можно употреблять, если оно хорошее, если вы его уже испытанное, но можно употреблять месяц 1-2 раза, а не каждый день. Ну, конечно, да. Да, ну тогда вот это. Ну, в самом деле мы можем фастфуд делать полезным, если мы будем готовить его дома, Сами. с натуральных продуктов, сами. И как это, используя ягоды, используя натуральные продукты, даже мы можем делать вот на лепешки якутские, да, фастфуды делать, но в самом деле нельзя их сказать фастфудами, да, как бы. Но, ну, вот эти газированные напитки, они плохо действуют. Ну, даже молодежь сейчас поняли, но что самое плохое? Сейчас, видите, на улице, везде молодежь ходит с энергетиками, да? Да. Это хуже, чем это. Но в самом деле... Тем более и это, газированное. Да, тем более газированное. Поэтому это для желудка, для растущего организма. Это очень большой минус. Особенно для сердечно-сосудистых. Да, для Да, да. Но пока молодой еще вроде как бы не осознаешь, Да. но с возрастом, мне кажется, это нужно полностью Это отказаться. просто мимолетное увлечение, да, когда выпили, как бы стало хорошо, на самом деле это долго будет действовать на ваш организм и будет долго отрицательно действовать на ваш организм. Вот да, мы поговорили уже тогда, значит, о продуктах, которые, ну вот, следует избегать, либо вообще категорически отказываться. А есть какой-то ваш личный топ продуктов, которые вы рекомендуете всегда и которые, ну, включать надо обязательно в рацион? Ну, Какой-то рейтинг такой. да, ну, доктора рацион надо, Степанова. да, ну, это нужно, ну, вечером обязательно нужно кисломолочное, если кефир, если наш кисломолочный продукт очень хороший, Для это ЖКТ, да? асорат, да, это для ЖКТ, это обязательно. Нужно есть супы, ну, особенно из местного мяса, да, и ну, то, что касается из напитков, это нужно постараться пить напитки, морсы из ягод, из местных ягод, которые сейчас очень хорошо готовят, но в крайнем случае у нас есть сиропы, которые можно развести и выпить. Да? Ну, отказаться нужно от газированных напитков, от жирной, слишком жирной пищи, да, и Чрезмерно жирной. да, пищи, приготовленной на маргарине, и печеньями нельзя увлекаться, которые продаются, да? И, Которые заменителями, да, скорее всего, да, заменителями, нерастительные да, жиры и да. все прочее, да? Ну, то, что для нас, это мясо-молочная пища. Но многие сейчас, наверное, среагируют и скажут, что откуда взять мясо, мы не можем молоко выпить столь много, да? На самом деле есть кисломолочные продукты, есть продукты, которые можно использовать мясные полуфабрикаты, которые самим нужно готовить, да? Ну, нужно хотя бы неделю, 2-3 раза есть свое родное, натуральное. Ну, рыбу нельзя забывать, это витамин D, это очень хорошее, самое для нас
легко усвояемое, и остальные продукты тоже, которые выпускают наши товаропроизводители и которые выращивают наши фермеры. Это очень все хорошее, натуральное, полезное. Благо сейчас рынок, скажем так, магазины наши заполнены. Да, И наши предприниматели идут в ногу со временем. Мне кажется, уже вот точки продаж собственного местного производства очень много стало. Да. Надо с этим согласиться. Да. Да. Спасибо вам за интересную беседу. Да, и у нас такая добрая традиция в конце передачи. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, для телезрителей я всегда желаю, чтобы у вас было отменное здоровье, и чтобы питались вы тоже здорово, и всегда у вас было хорошее настроение, и всегда у вас было светло, ярко, и всегда вы улыбались и друг другу желали всего самого хорошего. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях доктор сельскохозяйственных наук, пропагандист натурального питания Константин Максимович Степанов. Константин Максимович, еще раз вам большое спасибо. Да, Семен большое Тарбахов, спасибо, Константин. Я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто Вкусно. Вкусно. Будьте здоровы, друзья.